Здравствуйте, я расскажу про своего прадеда Петрова Дмитрия Ананьевича, полного кавалера Ордена Славы. Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года, имеет 3 степени. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, проявившие в боях за советскую родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. Мой прадед внес свой вклад в победу. Я считаю, что надо знать тех, кто отстоял нашу страну в войне, сохранить память о героях и гордиться ими. Дмитрий Петров был призван в ряды Красной Армии в марте 1942 года. Проходил воинскую подготовку в Московской и Ивановских областях. Хороший охотник и меткий стрелок, быстро овладел воинскими специальностями пулеметчика, снайпера и автоматчика. В январе-феврале 1944 года входит в состав 65-й Волновахской бригады 11-го танкового корпуса, где обучается в качестве танкодесантника-автоматчика. Командиром танковой бригады был герой Советского Союза из Якутии Павлов Валентин Васильевич. Командиром мотострелковой бригады Фридлейн Василий Васильевич. Мой прадед воевал на Украине, Белоруссии, Польше и Германии. В бою за переправу реки Западный Буг Украины ночью в составе отделения форсировал реку под прикрытием темноты, пробрался в траншеи противника, огнем из ручного пулемета и гранатами содействовал успешному захвату переправы отделения. Уничтожил до 9 солдат противника, удерживал переправу с отделением до подхода основных сил. За это награжден Орденом Славы 3-й степени. На берлинском направлении 11-й танковый корпус возглавил маршал Жуков, и корпус первым ворвался в Берлин в бою за населенный пункт Третин Германии. Он в числе первых ворвался в населенный пункт и ликвидировал расчет вражеской пушки, чем способствовал продвижению наших танков. Истребил 3 Фауста и 5 немецких солдат. За этот подвиг он был удостоен Ордена Славы 2-й степени. 20 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Хайнштейн Германии, проявляя исключительный героизм и бесстрашие в боях, рискуя жизнью, подполз к дзоту противника, который огнем из танкового пулемета не давал роте подняться в атаку. Забросав гранатами амбразуру, уничтожил гарнизон дзота в составе 8 солдат и 1 с танкового пулемета, чем и решился исход боя за этот населенный пункт. В этом сражении он был ранен и, обливаясь кровью, продолжал выполнять поставленную задачу, за что был достоин награждения к Ордену Славы 1-й степени. Его боевой подвиг отмечен 6 благодарностями главнокомандующего фронтом Сталина и 4 боевыми медалями. В 1946 году Дмитрий Петров был демобилизован и вернулся на родину инвалидом войны. Работал в разных учреждениях и организациях на управленческих должностях. Где бы он ни работал, везде проявлял активную жизненную позицию, был хорошим организатором, стратегом и тактиком во всех делах. Пользовался большим уважением людей, в то же время был прост в общении с людьми и скромен. Написал автобиографическую книгу «Звезда солдата». Умер 8 ноября 1971 года. Похоронен на площади Слава села Итык-Кёль. Его имя присвоено Итык-Кёльской средней школе номер 2, одной из улиц села Итык-Кёль. С 2003 года в Татинском Улусе проводятся школьные петровские чтения. В городе Якутске названа его именем улица в Новопортовском микрорайоне, а на площади Победы установлен его барельеф.
Мой прадед, благодаря мужеству и героизму, внес весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Все его 3 подвига соответствуют статусу Ордена Славы. Я горжусь тем, что мой прадед является единственным из якутов полным кавалером Ордена Славы всех 3 степеней.